Друзья, доброе утро. Ирдик Хелшин. С вами снова Лейла. Ой, я ничего не вижу. Так, я вам обещала показывать горы, но сегодня гор не видно. Утро, конечно, не очень раннее, 10 часов утра. Дело в том, что у нас не идет вода, и я пока возилась дома. Я вам обещала показывать каждый раз, когда выхожу в горы. Мне, конечно, они чуть-чуть видны, но для телефона это не это самое. На телефоне не увидите. Вот так вот, друзья. Мы позавтракали, посуду не смогла убрать. Собрала в раковине. И хочу сейчас обрезать крылья своим курочкам. Так что, наверное, может быть, там и поснимаю вам. И что-нибудь сегодня еще поснимаю. Не знаю, что и как, но посмотрим. Вот так вот. Как у вас, друзья? Какая у вас погода? У нас очень жарко, очень. Прямо вот летняя. Даже не весенняя. Правда, вот знаете, какая весенняя? Вот уже такая весна не ранняя, а уже как поздняя весна, настолько тепло. Не знаю, что будет у нас весной. Вот такие вот, друзья, у нас дела тут. Ну, пойдемте обрезать крылья моей птицы. Так, ну вот, друзья, моя птица. Их не очень много, конечно, но 27 кур у меня. И раз, два, три, 4, 5 петухов. Петухов, конечно, очень много, их надо убирать. Вот не знаю, как их убрать, как их оставить. Они все остались красивые. Два петушка вот таких вот перевертышей. Ой, видите, желтенький? Вот он. Он мне очень нравится. Вот в углу, который он мне очень нравится. Петушок такой, машаллах, красивый. И еще один перевертыш, но он, как видите, у меня без хвоста. В кладовке, не в кладовке, а в котельне. Он обжег свой хвост, еще он не вырос у него. Но тоже красивенький петушочек такой. Видите, и сейчас еще покажу. Петушок, вот, видите, петушок тоже красивый, что-то он прихрамывает. Голошейка с чубатенький. У меня еще цыпленок появился такой, голошейка и чубатенький. Тоже красивый петушок. Но этого петушка я обещала своей сестре. Этот уже поэтому у меня лишний такой. И вот этот вот петушочек такой рябой. Вот он мне очень тоже нравится. Единственное, что я, может быть, вот этого вот. Ну, он тоже красивый, видите, белый с чубчиком. Они все красивенькие такие. Но вот этого белого с чубчиком я все-таки, наверное, уберу. Его надо зарезать. Как-нибудь на бульончик, конечно, хотя и жалко. Не знаю, у меня какая-то вот такая вот странная любовь к птице, к курам, к цыплятам. Может, кто-то меня поймет, может, нет. У меня еще, вот еще одного надо зарезать. Что-то, мне кажется, немножко вяло сидит. Но они дерутся. Вот этот петушок ходил во дворе, они дерутся. Все-таки петушков надо убрать. Тем более уже 10 часов, они бедные в замкнутом пространстве. Вот так вот. Курочки, вот каждая по себе курочка очень красивая. Я люблю за ними наблюдать. Я люблю собирать яйцо. Вот такая вот у меня непонятная странность. Не знаю, у кого-нибудь есть такая странность или нет. Так, видите, какая какая курочка красивая. Вот это вот тоже немножко с бородкой такая вот. Вот она, вот она, вот она. Ну-ка, иди сюда. Вот, видите, борода такая маленькая. Так, им надо мне поставить, видите, они же, когда не были здесь в замкнутом пространстве, они у меня неслись в хлеву у коровы, неслись где бочки, там в огороде, и эти рулоны стоят. А теперь вот им одного этого, причем оно такое неудобное для них гнездо. Вот, скорее бы приехал мой сын, он бы мне сделал нормальные эти насесты, не насесты, а гнезда. Насест это вот. Ну, насестов пока не хватает. Гнезда бы. И, знаете, хочу купить, я, наверное, вот не знаю, ищу в интернете, поищу, посмотрю. Весной бывает, а сейчас или нет, я не знаю. Видите, какой все-таки этот петушок? Но не дает камеры такой красоты. Вот. Он мне очень нравится. Видите, он весь кучерявый такой, еще и лохмоножка, еще и чубатенький. Он очень красивый. Вот так вот, друзья. Хочу купить кур легорнов. Они несушки очень хорошие. В прошлом году не купила. Очень жалею об этом. Но вы знаете, вот не знаю почему.
В этом году ничего им не даю, ни подкормок, ничего. Просто чисто они мне кукуруза, пшеница, ячмень, что когда кину. Но только в этом году, сколько я вот помню, они у меня ни один раз еще пока не переставали нестись ни один день, я хотела сказать, за зиму. Или то, что зима теплая, не знаю, не могу вам сказать. У меня, как видите, все здесь проветривается, никакого тепла нет. Это отделила я такой кусок сарая. Но они несутся, машаллах, несутся, вообще не переставали, как только им исполнилось 6 месяцев, начали нестись, и вот несутся. И, между прочим, вчера я их загоняла ночью, я слышала, что одна квохчет, мне кажется, одна сядет. Вот. Одна же уже меня вывела, молоденькая, 6-месячная, уже вывела цыплят, которые там у меня в клетке. Ну, остался от них только один, потому что она их вывела аж зимой и на улице. Так, ладно, очень много наговорила в курятнике. Так, вот такие ножницы у меня. Сейчас буду обрезать им крылья, потому что они перелетают через забор у меня в этом и будут заходить в огород. А уже чеснок все-таки прорастает, хоть лошадь и потрепала ее, но то, что осталось, хотя бы надо сохранить. И там лучок еще, я хочу лучок тоже купить, посадить. Потому что уже тепло, я вижу, не знаю. Странная погода у нас в этом году. Видите? А это не видит, видите? Чуб на глаза у нее. Сейчас буду обрезать чубчик у нее. Вырос чуб на глаза. Чубатых вот таких вот иногда приходится подстригать, чтобы чуб не закрывал глаза. Так что она бедненькая почти не видит. Сейчас буду у нее чубчик обрезать. Ой, ну вот, друзья, обрезала я крылья, выпустила их. Видите, они хотят наружу, ищут место. Взлететь 100% не смогут. Я даже не знаю, как они взлетали. У них настолько они тяжелые, друзья, в этом году. Я не понимаю. Фу. Главное, и несутся хорошо, и полужирненькие такие. Не знаю, что-то у меня тут голошека петух хромает. Может быть, наступила на него корова или еще что-то. Короче, вот так вот поработала сегодня хорошо. Так, друзья, на ужин вот хочу сварить суп из курицы с домашней лапшой. Вот, смотрите, поставила курочку, положила туда морковку, лучок целый и несколько горошин черного перца. Вот. Пусть бульончик поварится, дальше буду показывать. Так, друзья, ну вот, будем готовить обед. Добрый день еще раз. Сейчас уже без 20:12. Будем делать обед, как я вам сказала. Пропылесосила. Воды как таковой нет. У меня вон литра 2 стоит воды. Было вчера набрано для мытья посуды, так и стоит она у меня. Ну, помыла посуду вчера, конечно. А сегодня, видите, сегодняшний еще целый тазик. Как варила кашу, как пили чай, так и стоит. И вода еще не идет. Вот не понимаю наше картушское водоснабжение. Так, хочу сделать, я еще вчера поставила варить курочку, хотела вчера лапшу сделать, но просто не смогла. Начала снимать, поставила отваривать курочку для бульона, но, как я уже сказала, с моим давлением мне как-то не захотелось ни супчик делать, и не снимать его. Поэтому вот сегодня сейчас поставила, как раз думаю, и воды не надо, бульончик, только картошку уже почистила. Для картошки была немножечко вода. И теперь сделаю домашнюю лапшу, хотя у меня есть много вермишели, чего. Но что-то мама опять отказывается от супов, а вот именно суп-лапшу, она очень любительница его. Поэтому хочу вот сделать такую домашнюю лапшу. Может быть, поесть. Так, это тут у меня одно гусиное и 2 куриных яйца. Ну, этого будет, наверное, много для этой кастрюльки, потому что я не люблю этот суп. Потом в разогретом виде. Лапша уже бывает невкусная. Поэтому сделаю только в этой кастрюльке. На обед у меня сегодня практически нет дома. Ну, практически, как бы вам сказать. 2 сыновей моих нет дома. Дома я, мама и мой дивер. Поэтому не буду много его делать. И хочу еще сделать сегодня на 2, ну и к вечеру как раз там останется мясо с грибами. Помните, я покупала грибы в банке,
хотела салатик из него делать, а теперь подумала, думаю, давай-ка я на второе сделаю мясо с грибами. Как мы делали у себя в кафе. Так, не знаю. Некоторые жалуются, что меня не слышно, но, как видите, до микрофона у меня не доходят еще руки. Вот так вот, друзья. Столько делов мне надо было сегодня. Вот именно когда вот я намечаю, что сделаю много чего, что-то да идет не по моему. Очень хотелось сегодня в этой котельне убрать цыплят, пересадить, больших пересадить в другую клетку, а этих цыплят посадить в брудер. В той клетке, в которой они сидят, хотела посадить утят, гусят. Хотя их и мало, но их все-таки надо рассаживать. Посмотрим. Если бы хоть после обеда дали воду, то было бы хорошо. Так, сейчас положу на доску и вымешу. И руки заодно почищу. Так, ну и вот, друзья. Тесто замесила. Я уже картошечку нарезала своей кубиком вот таким вот маленьким, своей этой овощерезкой. Так, и вот буду делать мясо с грибами. Видите, вот так вот нарезаю соломкой мясо. Но она у меня уже в таком виде стояла в морозильнике. Я обычно, когда покупаю мясо, разделываю на куски, какие, на что мне нужно, надписываю, что для чего у меня, и вот так вот замораживаю, потом бывает легко. Посмотрел, что ты хочешь приготовить, достал с морозилки и приготовил. Ну, наверное, это все хозяюшки так и делают. Так, сейчас положу мясо в сковороду, там бульон заварится. Так, я точно не уверена, это мясо молодое или нет, поэтому я немножечко его, конечно, потушу, прежде чем буду жарить. Так, сейчас закрою крышкой и потушу. Значит, тесто у меня пока вот немножко отдыхает. Картошечку я уже закидываю, бульон варится. И сделаю зажарку. И чуть-чуть попозже еще раз к вам подключусь, а пока выключу. Так, друзья, зажарка у меня жарится. Картошечка варится, мясо тушится. Все время забываю говорить громче. Погода сегодня действительно аномальная, какая-то очень жаркая. Я даже уже на кухне открыла дверь. Хорошо, хоть сегодня у меня, друзья, я когда обрезала курам крылья, начала разговаривать с вами, сняла, сейчас пересмотрела это, но получается очень длинно, и скорее всего в ролик это не вставлю. Поэтому еще раз скажу, что вчера я ничего не снимала, потому что у меня было давление высокое. Оно поднялось еще позавчера у меня высоко. Ну, если я сейчас скажу, не знаю, может быть скажу, но опять-таки сказать, почему оно у меня поднялось, не могу. Как я уже говорила, из-за нашего менталитета. Позавчера немножечко меня обидели. Ну, не лично меня обидели, но было такое, случилось что-то обидное. Я разбиралась. И вы знаете, из-за того, что я ничего не могу сделать, наверное, поэтому сильно перенервничала. Действительно, не просто нервничала, а перенервничала. И у меня подскочило давление аж 190 на 100. То ли на 100, то ли на 120, но на 100 точно. Поэтому вчера целый день, правда, я его сбивала, до 150 только сбивала, целый день билась с этим давлением, не могла никак сбить. Но сегодня уже, алхамдулилlah, все хорошо. Давления нет. Я уже могу чем-то хоть заняться. Просто, знаете, друзья, хочется, конечно, сказать, но просто не могу, опять-таки повторюсь. Когда вот так вот поступают, мне очень бывает сложно. Ну, из-за того, что я сейчас не могу вам сказать, вы мне не можете ничем ответить. Ну, проблему я решила. Высказала, что думаю. Ситуацию тоже разрешила.
Просто, конечно, когда в доме нет взрослого мужчины, нет мужа, ситуации приходится мне самой решать вопросы такие. Может быть, даже если бы люди как-то знали, что за мной кто-то стоит более серьезный, может быть, и относились посерьезнее. Но мне, как женщине, всегда приходится, знаете, уже 16 лет практически решать проблемы. И, ну, такие мелкие проблемы приходится решать самой. Алхамдулилlah, я их решаю с помощью Аллаха. Так, вот так вот, друзья. Сейчас сделаю лапшу. Картошка уже почти сварилась. Зажарка уже готова. Будет, значит, суп-лапша у нас домашняя сегодня. Так, тестораскатка, по-моему, не видна, не берет ее кадр. Чуть-чуть только захватывает. Ну, это вам не надо, наверное. Просто я сейчас раскатаю лепешку. У меня есть тестораскатка, я ее даже не снимаю, потому что делаю заказы на пельмени и на манты, и она мне бывает нужна. Просто с этой стороны никто у нас не садится, она у меня практически там и стоит. Потому что у меня вот сломалась штучка, которая прикручивается к столу, и ее очень сложно прикручивать. Поэтому я ее пока оставила, пока есть заказы. И представляете, я сегодня даже не могу сделать заказ, потому что у меня нет воды даже замесить тесто. Так что опять моя дочь будет ругаться со мной, ругается все время, что я не выполняю ее заказы. Никак не могу это все наладить. Такие вот дела. Ну ладно, друзья, я вам готовую лапшу уже покажу, не буду отнимать ваше время. Ну вот, друзья, я вот так вот нарезала лапшу на лапшерезке, как видите. Раньше я это делала руками, а сейчас это тесторезка, лапшерезка, тестораскатка, все в 2 в 1. Хотя она и дешевенькая, стоит только 1200 рублей. Но меня здорово выручает. Есть у нас еще и подороже, есть электрические. Ну, как-нибудь я ее куплю, но не пока. Хотела, собиралась, но в тот раз меня что-то Ибрагим отговорил от нее. Не знаю почему. Сказал, что она китайская. Мама, она будет слабая, как будто бы в чем-то разбирается. Но я его послушалась, не стала брать. Так, сейчас пока отправлю зажарку и сразу же туда же закину и лапшу. Так, мясо у меня почти сейчас готово. Так, сначала справлюсь с лапшой, а потом вам покажу, что и как. Сейчас закину лапшу. Так. Надеюсь, мама суп поест. Хотя бы из домашней лапши. Я буду надеяться на это. Ну все, а сейчас буду справляться. Мне надо нарезать лук сначала, потом подключусь снова. Так, друзья, ну оставшееся тесто я, как видите, раскатала и сделала лапшу уже пошире, которая вот у меня на тесторезке, на раскатке 2 вида лапши, там одна тоненькая и вот такая вот пошире. Я захотела пошире вот такую вот. Ну, не знаю, для чего я ее буду делать. Сейчас ее поставлю сушиться, а потом положу в банку, и она у меня уже будет готовая. И мне не надо будет, когда я буду готовить, возиться с тестом, когда мне нужна будет домашняя именно лапша. Вообще, потихонечку мне ее тоже нужно набрать, высушить, чтобы скоро, уже почти скоро, надо будет держать уразу. И вот такие вот супчики я люблю на ифтар готовить, есть, вернее, ну, готовить есть. Так что немножечко еще потом сделаю и насушу. Может быть, даже сегодня, потому что нет воды, а это на яйце как раз есть чем заняться. Без дела сидеть не очень-то, конечно, хочется. Вот так вот, друзья. Вчера хотела проверить, ну, не хотела, а проверила несколько яиц, но не все, на оплодотворенность. 3 яйца посмотрела. Смотрю я, знаете, как фонариком телефона, выключаю свет везде, и в темноте бывает видно, есть ли зародыш или нет. Из 3 яиц, которые я проверила, в 2 был зародыш, в 1 не было, значит, это яйцо не оплодотворенное.
Вот в этом году у меня очень много неоплода и в утином яйце, и в гусином яйце, да и в курином тоже, в принципе. Не знаю, почему это так происходит, хотя вы видели, и петухов у меня там много. Ну вот, как-то так, не знаю. И проверила 2 перепелиных яичка, которые я туда положила, там, по-моему, 12-13 штук. Одно было оплодотворенное, одно нет. Ну, не знаю, посмотрим. Я вот сегодня, наверное, буду полностью их проверять, скорее всего. И надо будет убирать неоплодотворенные, чтобы не лежали там. Заказали мы, наконец-то, заказали то, что нам нужно уже. С менеджером связались, он нам позвонил уже. Не знаю, когда будет. Ну, числа 15-16 обещали вроде бы, не знаю. Ну, вот посмотрим, как прибудет. Так что водичку пока просто так в баночки подливаю. Вот так вот лапша. Так, занесла я лук. Мясо уже у меня протушилось хорошенечко. Сейчас будем дальше вам показывать. Сейчас я приберусь, а потом покажу вам, чтобы недолго занимать вас. Так, друзья, поставила я обжаривать мясо в сковородке отдельно. В этой сковородке сейчас буду жарить лук и грибы. И потом все это мы соединим. Так, поперчим, посолим это все. К сожалению, я поняла, что у меня нет чеснока. Не то, что поняла. Везде посмотрела, нет чеснока. Здесь нужен свежий чеснок. Но сегодня добавлю просто, наверное, сушеный чеснок. Сейчас добавлю, а потом, когда уже мальчики будут дома, вернее, даже не когда будут дома, я им позвоню, чтобы они мне купили по дороге чесночок. Самой идти в магазин не хочется из-за чеснока. Так, видите, лук я вот тоже, у меня мясо в длину, и лук тоже вот такими вот перышками в длину надо нарезать. Так, лук тоже немножко присолю. Мясо уже все готово, оно обжарилось. Будет ждать своего времени. Теперь обжарим лук и грибы. А за это время я вот открыла банку грибов. Друзья, эти грибы я не знала, какие они. Вроде бы на рисунке были красивые, но никогда нельзя брать неизвестную фирму. Но известные, те, что я всегда покупала, их не было. Сейчас я не помню, кормилица. Были вроде бы такие грибы хорошие. И еще одна фирма, черные. Но я их беру очень редко, конечно. Черная банка такая была. Вот в них тоже половинки грибов именно бывают. А это вот какие-то ножки грибов, видимо. Даже не половинки, а ножки. Они, конечно, как резина бывают, невкусные. Но делать нечего, раз затеяла, будем делать. Видите, такие вот маленькие обрезочки. Главное, я и вторую баночку открыла маленькую, думала, они хоть получше, но и они не лучше. Ну, тут несколько грибочков, как грибы, а так все ножки. Значит, мне на полкилограмма мяса нужна вот эта одна баночка грибов, ну и где-то полкило, наверное, лука. Ну, больше не буду вас тоже сейчас томить, покажу уже потом, попозже, как буду дальше закладывать грибы. Так, ну и вот, друзья, лук у меня почти готов. Сейчас добавлю сюда к луку грибочки, немножко их потушу. Конечно, со свежими грибами, наверное, было бы вкуснее. Но вы знаете, мы на работе делали всегда с такими грибами, было очень вкусно. И это блюдо очень было продаваемо. На гарнир пюре я не могу сейчас приготовить пюре, потому что у меня нет воды даже помыть картошку. Но пюре я буду так, вот эти вот не буду выкидывать от укропа. Положу в холодильник. И обычно, когда варю суп или борщ, кидаю туда для бульона, потом убираю.
Для запаха. Так, сразу же это. Опять повторюсь, что у меня нет чеснока, в это блюдо нужен чеснок, но я сюда добавлю вот такой вот сушеный чеснок. Конечно, аромат будет не тот. Ну и чеснок добавлю к вечеру тоже. Это блюдо у меня, в принципе, больше для мальчиков к вечеру, чем сейчас к обеду. Мама ему много не поест. И вот вечером отварю картошку на гарнир пюре. И будет вот такое вот мясо с грибами. Ну, то же самое, конечно, можно и курицу с грибами. Опять повторюсь, со свежими грибами, конечно, будет, мне кажется, намного вкуснее. Ну и с этими грибами тоже. Свежие грибы у нас в селе очень редко можно купить, хотя и не редко. Просто можно купить, но вот в этом магазине он далеко от нас. Но туда надо ехать на машине. Или на такси, а там... Я не хочу туда сейчас, если честно, ехать из-за этого блюда. Купила и есть грибы в банке. Можно и с ними приготовить. Вкус, в принципе, тоже хороший. Если бы еще грибы были хорошие в банке, это было бы вообще супер. Так, вот теперь немножко еще потушим грибы вместе с луком. И потом дальше я вам покажу, что. Так, друзья. Ну и все, у меня теперь уже и грибы обжарились с луком вместе. Теперь я добавляю сюда мясо обжаренное хорошо. И вместе вот так вот. Я поперчила, посолила, но еще не ложила, не посыпала чесноком. И сюда теперь нужно добавить майонез. Можно и сливки, но мы добавляли майонез, и я добавляю майонез тоже. Есть мясо с грибами, курица с грибами, где добавляются сливки. Сюда мы вот добавляли вот так вот на работе майонез. Майонез и отжимали туда же свежий чеснок с зеленью. Вот. А сейчас я просто посыплю сушеным чесноком. Он тоже пахнет вкусненько. Нарезала вот так вот зелень укропа. Тоже сюда же. И все. И минуточку так немножечко на совсем медленном огне. Под крышечкой оно потомится. В принципе, дешево и вкусно. Вот у нас в кафе именно мужчинам очень, да и девочкам тоже нравилось это блюдо. Даже первого не покупали, брали это блюдо на гарнир картошечка, как я сказала, пюре. И это часто заказываемое, вот именно в нашем кафе было блюдо. Мясо с грибами. И грибы всегда действительно были маринованные, а не эти, ну, резанные шампиньоны. Без уксуса, которые. Вот все. Так, я сейчас положу 2 лавровых листика, накрою крышечкой. И все. Ну и, друзья, на этом сегодняшний влог я, наверное, закончу. Пока я его сейчас буду монтировать и загружать, пройдет много времени, чтобы ролик зашел сегодня. Поэтому на этом все. Приготовила я обед. Не знаю, может быть, было кому-то интересно. Может быть, кто-то приготовит на вечер такой. У меня обед, а ужин уже тоже можно. Легкий супчик из домашней лапши. Те же самые, то же самое мясо с грибами. Если не мясо, так курочка с грибами тоже хорошо. Вместо майонеза можно, я сказала, опять-таки сливки, чтобы не было, можно сказать, как-то не полезно. Более полезно, конечно, со сливками. Во-первых, у меня не было сливок. Во-вторых, я просто сегодня сделала блюдо, как мы делали его у меня на работе в кафе. Ну, делала, конечно, не я была мучным поваром. Ну, кто не знает, у меня новеньких сейчас много в последнее время появилось. Я работала мучным поваром в кафе, а мясное делала у нас другая моя подруга Марем. Так что, Марем, это блюдо твое.
Она очень вкусно готовила. Вот так вот, друзья. Ну и все, наверное, сегодня закончу свой урок. Воды еще нет, представляете, я сегодня ничего не могу сделать. Но больше не буду такой, как бы сказать, неответственной, наверное, в моем возрасте. Не посмотрела, забыла набрать воду и осталась сегодня без воды. И вот видите, без воды, как поется в песне, и не туды, и не сюды. Получается, сегодня очень много было у меня намеченного сделать, но не получается, никак не получается. Тем более у нас какое-то намечается тоже торжество, пока не буду говорить, и мне нужно было бы много чего сделать, вовремя управиться, все свои дела сделать, разобраться со всем, чтобы я была свободна. Ну, как только у меня это дело выяснится, что и когда вы об этом, конечно, узнаете, может быть, я вам даже это снимаю, а пока еще нет еще такой точной информации, что да как, поэтому не буду говорить. Сегодня говорю с вами загадками, вы меня извините и не говорите мне, что если сказала А, то говори и Б. Ну, очень хочется поделиться и сказать, но вот не могу, в обоих случаях. Я знаю, что в первом случае, где я говорю, что немножко меня обидели, вы бы меня очень сильно поддержали, но, к сожалению, не могу вам об этом еще раз говорю сказать. И простите меня, что вообще затронула эту тему, наверное. Может быть, это и неправильно, что я так сказала. Но самое главное, все разрешилось, все нормально. Это самое главное. Ну, на этом все, друзья. Еще раз я не устаю говорить всем моим подписчикам огромное спасибо. И новым, и старым, даже не могу сказать про старых, но просто старым подписчикам, моим давнишним подписчикам, моим преданным подписчикам огромное вам спасибо. В действительности, от души я вам признательна. И даже какие-то комментарии, которые мне пишут, меня затрагивают до глубины души. Вам большое-большое спасибо. Большое спасибо. Ну и вот всех благ вам. Ну вот как-то так, друзья. Не обессудьте, если что. Сейчас я вам покажу блюдо из близи, как оно выглядит. Ну и вот, друзья, вот так вот выглядит мясо с грибами. Это суп, домашний суп лапша. Так, курочка в холодильнике, я хотела положить и забыла мясо туда, ну ничего. А вот это вот хлебушек с черемшой намазанный, видите, супчиком, это самое то. Вот так вот, друзья. Так что готовьте с любовью для своей семьи, и все будет хорошо. Ну вот как-то так.